Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Африканская чума свиней снова в Татарстане. В деревню зайти было страшно. Всю ночь люди резали свиней. Стоял поросячий визг. Какой размах заболевания и какие принимаются меры, узнал Дмитрий Аринин. Жизнь в невыносимых условиях. У нас падают форточки, падают все окна, потому что все гнилое. Жители дома номер 8 на Чапаева считают свой дом непригодным для жилья. Почему его не признают аварийным, разбиралась Вероника Гайнудинова. 50 красных дипломов вручили выпускникам КФУ. Они вместе с нами переживали неудачи, вместе с нами радовались нашим успехам. О тех, кто сегодня говорил спасибо Альма-Матер, расскажет Алия Хайрудинова. Архивные фото, награды и сценические костюмы. Нашила к 75-летию, очень любила носить, ей вообще нравился бархат. Сегодня в Казани открылся центр имени Альфии Авзаловой. Уникальную коллекцию вещей певицы увидел Рамиль Галиулян. В 27 районах республики введен карантин по африканской чуме свиней. Указ подписал Рустам Минниханов. Очаг заболевания выявлен в охотничьем хозяйстве Красновидово Новошишминского района. Радиус зоны угрозы 5 километров. Это ряд деревень Новошишминского, Альметьевска и Нижнекамского районов. Здесь запрещены убой свиней, ввоз и вывоз мяса, сельхозярмарки. В зоне наблюдения также действуют ограничения. Какие меры принимаются, чем опасно заболевание и сколько времени уйдет на ликвидацию последствий, узнал Дмитрий Аринин. Пришлось всех зарезать. И остались мы без ничего. Все началось, когда в охотничьем хозяйстве Красновидово нашли мертвого кабана. Анализ показал, что животное заражено африканской чумой свиней. Вся территория охотхозяйства объявлена эпизоотическим очагом. Здесь запрещена охота и закрыт въезд для посторонних. Результатом исследования был получен положительный результат вируса африканской чумы. На сегодняшний день сотрудниками ветеринарной службы проводится подборный обход, ведется разъяснительная работа, раздаются памятки, в которых указано действие при обнаружении данного опасного заболевания. Президент Татарстана издал указ о карантине. Радиус зоны угрозы 5 километров. Здесь нельзя покупать свиней, заготавливать мясо, вывозить животных и проводить ярмарки. Всего 27 ближайших районов находятся в зоне наблюдения. Здесь также действуют ограничения. В угрожаемой зоне всех свиней предстоит умертвить. В очаге там населенных пунктов нет. А в угрожаемой зоне, 5-километровой зоне, живых свиней и кабанов не должно быть. Они бескровным методом усыпляются, взвешиваются, потом в определенном месте сжигаются. Африканской чумой свиней другие животные и люди не болеют, но это приносит огромный экономический ущерб. Одна свинья стоит около 20 тысяч рублей. Как объявили, это было 1 июля. В деревню зайти было страшно. Всю ночь люди резали свиней. Стоял поросячий визг и гул горело вот это паленого. Как вот жить? Зиму без мяса. Сельчане выращивали свиней на продажу. Это основной источник дохода. Им предлагают зарезать самим или вызвать специалистов. Получается, этой осенью жители деревень останутся без мяса. Хотя владельцам умерщвленных животных гарантирована компенсация. По поводу компенсации, это все будет в дополнительном постановлении Кабинета министров нашей республики, который со дня на день, как говорится, ждем. В Татарстане первый раз африканская чума свиней была обнаружена 5 лет назад в Нурлатском районе. В минувшем году чуму зафиксировали в Елабужском, Заинском и Альметьевском районах. Ликвидировать очаг заболевания планируют за неделю. Карантин будет снят спустя месяц после завершения всех мероприятий. Дмитрий Аринин, Ильшат Аюпов, Петр Греков, ТНВ, Новошишминский район. И снова рост. Почти 24 тысячи новых случаев ковид по стране. В Москве более 5,5 тысяч заболевших, в области 2,5 тысячи. В Санкт-Петербурге почти 2 тысячи. В Нижегородской области 477 случаев. Замыкает пятерку антирейтинга Воронежская область, следом Красноярский край. В Татарстане зарегистрировано 39 новых случаев коронавируса. 15 человек госпитализированы. 2 мужчин умерли от коронавируса, сообщает Оперштаб. Привились 603 400 татарстанцев. Вторую дозу получили почти 409 тысяч.
ПЦР-тест по возвращении из-за рубежа больше не нужен при условии полной вакцинации или если человек уже переболел ковид за последние полгода. Об этом говорится в новом постановлении Роспотребнадзора. Остальным нужно сдать один тест в течение 3 дней после возвращения. Ранее требовалось 2. До получения отрицательного результата теста самоизоляция обязательна. Как пациенты с онкологией переносят коронавирус? Влияет ли инфекция на течение онкозаболевания? И как подготовиться к вакцинации? На эти вопросы сегодня ответил главный онколог Татарстана Эдуард Нагуманов. Модератором прямого эфира в соцсетях выступила вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Как онкобольные переносят коронавирусную инфекцию? Что касается любого сочетанного заболевания, которое присоединяется к онкологическому заболеванию, которое так является очень серьезным, конечно, это дополнительные риски. Не только риски осложнений, тяжелого течения, но и, конечно, летальных исходов. Поэтому в этом смысле присоединение ковидной инфекции серьезнейшим образом влияет на развитие онкологического процесса. Как подготовиться онкобольным к вакцинации? Нужно разделить группу онкологических пациентов на 2 крупные группы. Первая группа – это те, кто уже столкнулся с онкологическим заболеванием, перенес его, получил полный комплекс медицинских вмешательств, хирургическое, радиотерапевтическое, химиотерапевтическое, и завершил этот этап лечения. Для этой группы пациентов никаких противопоказаний по вакцинации вообще не существует. И вторая группа пациентов – тех, которые находятся на этапах лечения. Это или впервые выявленные пациенты, или те, у которых произошло прогрессирование заболевания. Вот с этой группой пациентов необходимо быть осторожными, и назначение вакцинации в данном случае может быть произведено только по назначению лечащего врача-онколога. Не влияет ли вакцина на течение онкозаболевания? Вакцинация, что от COVID-19, что от гриппа, что от дифтерии, что от любой другой инфекции, не вызывает развития или прогрессирования злокачественного образования. Такой информации нет. По крайней мере, можно ссылаться на многие клинические исследования, которые проводились по предыдущим вакцинам, где влияние на прогрессирование злокачественного образования не отмечено. Жители хотят, чтобы их дом признали аварийным. Здание номер 8 по улице Чапаева 1947 года постройки. За 70 лет оно стало непригодным для жизни, считают жильцы. Дом на балансе муниципалитета, но ремонт здесь не делают и не признают аварийным. Почему и что делать людям, разбиралась Вероника Ганудинова. Все уже гниет. Мы ничего не можем сделать. Краска осыпалась, под штукатуркой дранка. Разрушаются стены, пол прогнил и уже проваливается. Проводку не меняли 20 лет, из-за чего бывали и пожары, рассказывают жители. Светлана Зиновьева выросла в этом доме, но сейчас здесь жить опасно, сетует она. У нас здесь маленький ребенок, дети жили, сейчас они уехали, потому что опасно. Мыли голову, то есть упал потолок. Дом 1947 года постройки. Раньше принадлежал заводу КМПО. Сейчас на балансе муниципалитета. Это коммуналка на 8 квартир. Живут больше 60 человек. На ветхость, на аварийку не признают. Ремонт, естественно, нам отписались 30 или 35 год, не буду врать. Но, понимаете, в таких условиях жить в наше время, я не знаю. Ни условий нет, все рушится. Если что-то делать, нужно за свой счет. Площадка течет. Здесь у нас не течет, но трубы текут. Здесь все сыпалось. Однажды я сварила уже суп. И мне целый комок упал к кастрюлю. Это первый подъезд дома, и, как видите, пол здесь залит бетоном. Несмотря на это, он гораздо ниже уровня асфальта на улице. И, как говорят жители, летом, весной сильные дожди. Здесь настоящий потоп. В доме не то что капитального, даже косметического ремонта не было больше 20 лет, говорят жители. Меняли только кровлю в 2017-м. Почему дом не признают аварийным? Разобраться в этом вопросе жители попросили Общероссийский народный фронт. Мы видим, что осыпается не только штукатурка, обламываются кирпичи. После предварительного осмотра специалист согласился с жителями. Дом малопригоден для проживания. Капитальный ремонт в этом доме нецелесообразен. Объясняю почему. Потому что гидрошов уже давным-давно под землей. Здесь нужно будет срезать культурный слой не меньше, чем на метр. Пол играл
опасно ходить. Жильцы со своей проблемой уже обращались в прокуратуру Казани. Ведомство их обращение перенаправило в исполком. Для того, чтобы признать дом аварийным, необходимо предоставить пакет документов в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации. Копии правоустанавливающих документов на принадлежность собственности, план дома, заключение экспертизы, собрать весь перечень, предоставить его к нам. Поскольку здание муниципальное, у них нет плана дома, разводят руками жильцы. Его не дали и в управляющей компании, куда мы обратились с этим же вопросом. Собственник пишет заявление, согласно законодательно у нас по закону 21 день рабочий получит. Если есть у нас наличие в тот момент, когда нам передавали документы, если они были, значит мы предъявим. А если нет? Но если нет, значит будем проводить собрание собственников, согласны ли они собирать и оплачивать деньги для того, чтобы мы сделали план БТИ. Экспертизу должна провести сама управляющая компания. Пока капитальный ремонт запланирован в год 80-летия дома. Стоит ли его делать, признают ли дом аварийным, будет зависеть от решения городской межведомственной комиссии. Она примет решение, когда жильцы соберут весь пакет документов. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В этом году капитально отремонтируют 213 школ и детских садов. Работы обойдутся в 2 миллиарда рублей. Строители уже перевалили за экватор. В 8 детсадах завершены все работы. Также в этом году отремонтируют и оснастят 198 школьных столовых на 1 миллиард рублей. В ближайшее время должны урегулировать ситуацию с подорожанием стройматериалов, рассказал сегодня замминистра строительства республики Ильдус Насыров. Если Минстрой России разрешит увеличить стоимость заключенных контрактов без торгов. Журналисты спросили и о ходе ремонта в 175-й гимназии. Подходит к концу заливка чаши бассейна. Кроме этого ведутся восстановительные работы во всех 3 этажах школы. Будет изменена геометрия, функционал некоторых помещений, особенно там, где произошли трагические события, чтобы наличие их ничто детям не напоминало, что именно здесь все это произошло. И работы будут выполнены к началу учебного года. Депутаты Комитета по социальной политике Госсовета Татарстана проверили качество питания в детских лагерях. Парламентарии посетили оздоровительные лагеря «Чайка» и «Пионер». Напомним, на субботнем совещании такое поручение дал Рустам Минниханов. Как доложил Роспотребнадзор, в лагерях республики выявлено более 600 нарушений. Больше половины связаны с организацией питания. Сегодня депутаты посетили столовые, пообщались с детьми. Ребята сказали, кормят их вкусно, но у депутатов возникли вопросы к маркировке продуктов. Сотрудникам лагерей были сделаны замечания. Такие объезды будут проходить до конца лета. Дети довольны питанием, каких-то у них нареканий, предложений нет. Но ряд замечаний были у нас по маркировке продуктов. То есть небольшие замечания, которые необходимо устранить, которые не влияют на процесс приготовления пищи, наверное, просто по контролю. Дачники Татарстана переплачивают за свет из-за потерь в сетях. Почему энергетики не торопятся брать на баланс устаревшие объекты электросетевого хозяйства? Читайте в интернет-газете «Реальное время». С генеральным директором компании «Ромекс Кубань» Алексеем Прокопенко сегодня встретился Рустам Минниханов. Обсуждались совместные проекты. Ранее компания «Ромекс Кубань» открыла в Татарстане оптово-распределительный центр на промышленной площадке в Зеленодольске, а также реализовала строительство логистического хаба для онлайн-платформ. Рустам Минниханов сегодня встретился и с председателем правления узбекистанской компании «Узавтосанаат» Шавкатом Умурзаковым. Обсудили сотрудничество по ряду направлений, в том числе в сфере производства автомобилей. На территории Узбекистана совместно с КАМАЗом уже реализуются совместные проекты по производству грузового автотранспорта. Чтобы память о ней жила вечно, сегодня в Казани открылся центр имени Альфии Авзаловой. Здесь уникальная коллекция личных вещей легенды татарской эстрады. Сценические костюмы, фото и видеоматериалы. Центр открылся на территории национального комплекса Туган-Авылым. Сегодня его осмотрел Рустам Минниханов. Как увековечили память Альфии Авзаловой, увидел Рамиль Галиуллин. На открытии звучат легендарные хиты. О сценическом пути звезды татарской эстрады Рустам Минниханову рассказывает дочь певицы Зульфия Никмедянова. Это платье она шила к 75-летию, очень любила носить, ей вообще нравился бархат. Здесь и любимые наряды, награды, виниловые пластинки и архивные фото Альфии Авзаловой. Центр должен стать площадкой для встречи мастер-классов творческой молодежи. Наша цель, чтобы наши традиции татарские
сохранить и развивать. Развивать значит передавать молодому поколению. Вот эта площадка, она доказательство тому, что любой человек, если у него есть желание достичь большего, он может прийти сюда и загадать, своего рода такое место силы. Центр открылся на территории Туган-Авылам. Рустам Миниханов показывает и другие объекты комплекса. Это Никах-центр, где молодожены могут провести церемонию мусульманского обряда. Здесь же президенту показали коллекцию исторических костюмов ханской эпохи, народные костюмы и наряды для никаха. В этом году, конечно же, никахи увеличились, потому что более-менее уже ограничения сняты, и мы можем в полной мере проводить наши мероприятия. А в этой мастерской под открытым небом превращают куски дерева в произведение искусства. Изделия ручной работы создают татарстанские умельцы. Работа наших мастеров. Да, у нас ручная работа, все. Лучших мастеров Республики Татарстан и самых даже районов. И выставку продажи. Это ремесло, оно было несколько забыто и утрачено. И мы сейчас делаем все возможное, чтобы возобновить интерес, возродить интерес к данному ремеслу. Здесь же президенту рассказали о рецептах блюд национальной кухни и раскрыли секреты приготовления блинов. Насколько татарстанские блюда пришлись по вкусу туристам, Рустам Миниханов узнал лично. Нравится вам? Очень даже. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Производство музыкальных клипов, новое песенное шоу на татарском и создание аналитической программы о сохранении родного языка. С планами развития телеканалов ТНВ, Майдан и Радио Болгар сегодня ознакомился Марат Ахметов. Председатель комиссии при президенте республики по вопросам сохранения и развития татарского языка провел встречу с генеральным директором ТНВ Ильшатом Аминовым и Дианой Сафиуллиной, директором Майдана. С презентации этого телеканала и началась беседа. Как отметили, сегодня Майдан смотрят татары со всей России. Это 63 региона. Чаще всего в Санкт-Петербурге, Самарской и Свердловской областях, Башкортостане, Нижнем Новгороде и Пермском крае. 24/7 для зрителей различные музыкальные и развлекательные передачи. И все на татарском языке. Как подчеркнул Марат Ахметов, этот контент как никогда востребован. Значит, нужны новые проекты, в частности, создание клипов. На ТНВ может появиться масштабное музыкальное шоу для детей и взрослых. Обсудили и новый аналитический проект по сохранению татарского языка. ТНВ для нас очень серьезная аудитория. Это миллионная аудитория для татар. И аудитория достаточно престижная и привлекательная и востребованная. Поэтому наши проекты, они, безусловно, будут эффективно, достигая такую миллионную аудиторию на совершенствование, сохранение и развитие нашего татарского языка. Сегодня подвела итоги работы первого полугодия фракции «Единой России» в Госсовете Татарстана. Как сообщил Юрий Камалтынов, проведено 5 заседаний, рассмотрены вопросы реализации национальных проектов, закона о государственных языках и другие. 28 законопроектов внесли в Госсовет депутаты фракции. Они касаются льготных ставок по налогам и послаблений для резидентов промпарков. Депутаты в своих округах приняли более 2500 человек. В общественную приемную обратились более 1000 татарстанцев. Если мы собираем наказы избирателей, то, соответственно, мы должны обеспечить, чтобы эти наказы трансформировались в конкретные мероприятия. Здесь мы ставим задачу как раз каждый раз работая, взаимодействия с нашими коллегами в муниципальном уровне, чтобы они понимали свою степень ответственности. 50 лучших выпускников КФУ сегодня получили красные дипломы. Это молодые исследователи, математики, дипломаты, учителя, международники. За их спиной 6 лет обучения в стенах Альма-Матер. Что осталось в памяти и где будут применять знания? С выпускниками пообщалась Алия Харудинова. Они из Татарстана, городов России, Узбекистана, Индии, Ирака, Сирии, Мозамбика, Алжира, Ганы. Такие разные, такие единые сегодня. Их 50. Они лучшие выпускники КФУ. Ректор Ильшат Гафуров говорит, это поколение уже вошло в историю. И за этот период мы научились выживать и практически ни на один час не прекратили образовательный процесс. А все это стало возможным благодаря вот таким людям, как вы. Пойти по стопам отца-хирурга и мамы кардиолога решил 6 лет назад Хаджи-Акбар Валежонов. В Казань приехал из Узбекистана. За плечами Институт фундаментальной медицины и биологии. Хочет стать сосудистым хирургом. Я приехал сюда, учился на английском языке. Первые 3 года было очень сложно. Я приехал, не понимал, что происходит на самом деле, потому что на английском языке это учить все было достаточно сложно. Анатомию, гистологию, наши предметы. А вот
вот Эльвина Мингалимова уже с детства знала ее место рядом с детьми. Говорит, что мечтает работать учителем в Набережных Челнах. Рассаживала всех своих кукол, игрушек, учила и кричала на них, и пятерки, двойки ставила. Эту песню поют выпускники в республике Гана. Рита Танкаранг из Западной Африки. Ее мама – учитель, папа – инженер. Она специалист с красным дипломом по межкультурным связям. Говорит, Казань покорила ее сердце, а теперь ее черед покорять Казань. К счастью, у меня был один знакомый, который тут учился, и он говорит, что город сам очень прекрасный и университет классный. И я могу сказать гордо, все смело, что я не пожалела. В этом году КФУ окончили 9 тысяч студентов. Это 6 тысяч бакалавров, магистров и специалистов. Сейчас КФУ готовится принять первокурсников. В этом году общее количество бюджетных мест более 7,5 тысяч. Я думаю, направления, связанные с юриспруденцией, с экономикой, также останутся и с международными отношениями также останутся востребованы. По крайней мере, на данный момент, если сравнить с прошлым годом, то поданных заявлений больше. Заявлений на поступление больше и от иностранных студентов. Сейчас в КФУ их обучается более 10,5 тысяч. Алия Хайрудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Навели порядок и собрали мусор у берегов озера Каракуль в Нижнекамске. Так активисты молодежной организации Нижнекамская нефтехима и представители Управления экологической безопасности предприятия присоединились к экологической акции. Также на субботник вышли работники других предприятий города, студенты и представители экологических служб. Перед тем, как приступить к уборке, участники акции решили показать свою удаль да спортивное мастерство. К состязаниям, которые устроили здесь же у озера, присоединился и молодежный актив Нижнекамск нефтехима. Ребята доказали, физическая подготовка среди участников у них лучшая. Уже не первый год молодежные лидеры компании, а также представители отдела охраны окружающей среды предприятия принимают участие в экологической акции по очистке берега озера Каракуль. Так как Нижнекамск нефтехим не безразлично относится к природе, она ответственна за эту природу, особенно на территории нашей Нижнекамского района. В очередной раз мы вышли на чистку берега Каракуль. Студенты Казанского федерального университета по изучению водных объектов нашего региона провели исследования и выяснили. Пионерское озеро, больше известное как Каракуль, самое большое по площади озеро в Татарстане. Теперь оно в зоне особого внимания как экологов, так и представителей муниципалитета. Я всех поздравляю с этой замечательной акцией. Сегодня нам и погода помогает, да, сегодня не так жарко. Поэтому все мы вместе вносим огромный вклад в сохранение нашей уникальной природы. Акции по очистке прибрежных зон проводятся регулярно. Иначе никак. Отдыхающих много, но не всегда и не каждый убирает за собой мусор. Поэтому помощь волонтеров как нельзя кстати. Молодежный актив всегда с желанием участвует во всех экологических проектах, также во всех мероприятиях, которые организуются с городом, и также организовываем мы сами. Мы все улыбались и с удовольствием собирали мусор. Радует то, что нижнекамцы перестали больше мусорить, и больше у них приобщается к культуре, природе. Это радует. Трудились 2 часа. Берег озера теперь чистый, а мусора скопилось не так много. Возможно, и вправду граждане стали более сознательно подходить к вопросу экологии. Путешествуй по Татарстану, отмечай себя на карте. Теперь туристы республики могут точно запомнить, где и когда они побывали, потому что для них разработали одну большую карту путешественника. Первые уже получили ее сегодня в Арском районе на родине Габдуллы Токая. Как туристов встретили герои сказок, увидел и Рамиль Шайдулин. Территории этой у нас входная группа и скала Аждахи. В 20 минутах от Арска настоящий лес чудес. Новый Кырлай. Обязательный пункт программы «1001 удовольствие за выходные». Честно говоря, я не знала, что в Арске есть такие места. Прям как будто в детство попала. Литературные произведения великого нашего Токая, они здесь воплотились в жизнь. Ведь побывать можно даже в избушке на курьих ножках. Вот она стоит прямо посреди леса. Живет в ней Баба-Яга или Убырлы-Карчак. Поэтому внутри найдешь много интересного. Ну-ка, большой круг сделаем все вместе.
Она научит рукоделию, познакомит с удивительной природой леса. Наша республика огромное количество возможностей представляет для путешествий. Это и прекрасная Волга, это и отличные леса, это и вот такие развлекательные центры для детей. Поэтому мы собрали как можно больше районов, которые могут представить Татарстан во всем его великолепии, во всем его разнообразии. С этого года вместе с Госкомитетом по туризму путешествовать по республике помогает и журнал «Татарстан». Вместе они выпустили специальный номер для туристов. Самой главной фишкой этого номера стала туристическая карта. Дети могут в каждом туристическом пункте, в каждом музее какого-то города или района брать наклейки, такие специальные в музеях они есть, и заполнять. Побывав во всех отмеченных местах, путешественник соберет свою личную туристическую карту уникальных мест Татарстана. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Арский район. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках. Здравствуйте! Июль решил повторить июньский марафон и прибавил жару. О погоде чуть позже. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца июля. Доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 июля на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево на небе не облачком, днем солнечно и очень жарко. Жара и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге днем до плюс 31. Осадки не ожидаются. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше также вновь установится знойная погода без осадков. Безоблачно и сухо в Арске, в Кукмаре, Балтаси температурный фон превысит 30-градусную отметку. В течение недели наша республика будет находиться под влиянием обширного и малоподвижного антициклона. В Болгаре, Држаном, Буинске малооблачная и жаркая погода до плюс 32, осадки не ожидаются. В Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше также солнечно и жарко. Вероятность осадков будет минимальной. В последующие дни погода не изменится. Будет также жарко и сухо. Пейте больше воды и старайтесь не пребывать под открытым солнцем. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. В «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост», убедитесь, что вернуться к жизни без боли – это просто. 8 июля в Казани будет ясно, без осадков и жарко. Ночью плюс 19, а днем 32 градуса выше нуля. Ветер северный, порывистый. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха 43%. Магнитное поле Земли спокойное. Июль, середина лета. В садах наливаются яблоки, зреют малина и вишня. Вкусный месяц. А 8 июля отмечается очень добрый и красивый праздник – День семьи и влюбленных, День Петра и Фавронии. Всем любви и душевного тепла.